Колокольный перезвон, васильки, воржи. Это мой родимый дом, часть моей души. Все пригорки и поля знаю наизусть. Это родина моя, сказочная Русь. Милая российская глубинка, чистая, как первая росинка. Ты во все года сердцу дорога, ты моя судьбинка. Ты во все года сердцу дорога, ты моя судьбинка. Как неумолимо быстро течет время. На календаре уже середина сентября. Сегодня вновь воскресное утро, а это значит, что вас приветствует телеканал Радищева вместе с вашей телеведущей Галией Гимаддиновой. Доброе утро, дорогие телезрители. Мы начинаем с коротких новостей. Цыплят по осени считают. Закрома аграриев Радищевского района уже практически заполнены. Завершаются уборочные работы во всех сельхозпредприятиях. И вот он, короткий обзор. Общая посевная площадь на территории муниципального образования Радищевский район в 2018 году составила 56 369 гектаров, в том числе зерновые 27 904 гектара, озимые 14 585 гектаров, яровые 13 319 гектаров, подсолнечник 21 840 гектаров, рыжик 200 гектаров, кормовые культуры 6 425 гектаров. Уборка зерновых культур проводилась 83 комбайнами. Первыми вышли на уборку крестьянско-фермерское хозяйство «Хабибуллин», СПК «Победа», общество с ограниченной ответственностью «Ореховка», «Агроинвест», СПК «Нива». Полностью все хозяйства вышли на уборку 30 июля 2018 года. 15 августа 2018 года уборка озимых культур была завершена полностью. Более 30 центнеров с гектара урожая в крестьянско-фермерском хозяйстве «Хабибуллина», а также в обществе с ограниченной ответственностью «Агрофирма Дворянская» 36,6 центнера с гектара. Озимая рожь убрана с площади 270 гектаров, намолочено 385 тонн и урожайность составила 14,3 центнера с гектара. 3 августа приступили к уборке ячменя СПК «Победа», крестьянско-фермерское хозяйство «Хабибуллин», а также общество с ограниченной ответственностью «Ореховка». На сегодняшний день ячмень убран полностью, урожайность составила 12,1 центнера с гектара. Высокая урожайность в крестьянско-фермерском хозяйстве «Хабибуллин», КФХ «Сафаров», в СПК «Победа» и в обществе с ограниченной ответственностью «Ореховская». Овес 100% убран с площади 1537 гектаров. Горох 100% убран с площади 294 гектара. Урожайность 13,4 центнера с гектара в крестьянском фермерском хозяйстве «Сафаров». Яровую пшеницу убрали полностью. Всего зерновых убрано с 25 438 гектаров при плане 25 548 или 99,5%. Можно сказать, что уборку зерновых завершили. Во время проведения уборочных работ в хозяйствах организовано двухразовое горячее питание стоимостью от 10 рублей до 45 рублей. Еженедельно по четвергам в районе поднимается флаг трудовой славы в честь крестьянско-фермерского хозяйства «Хабибуллин», общество с ограниченной ответственностью «Янтарь», СПК «Победа», СПК «Красная звезда» и общество с ограниченной ответственностью «Ореховская» и передовикам-комбайнерам Филиппову Владимиру Николаевичу, крестьянско-фермерское хозяйство «Хабибуллин» на комбайне «Полесье», Пегову Александру Вениаминовичу, комбайнер СПК «Победа» на комбайне «Акрос», Мутиеву Алхазуру Раухановичу, общество с ограниченной ответственностью «Агроинвест» на комбайне «Класс», Фещенко Юрию Павловичу, общество с ограниченной ответственностью «Агроинвест» на комбайне «Класс». Завершается сев озимых культур. Перевыполнили план сева озимых культур общество с ограниченной ответственностью «Янтарь», Ореховская, торговая компания «Ореховка», крестьянско-фермерское хозяйство «Хабибуллина», Сафарова, САППа. Кроме этого, полным ходом идет вспашка зяби. На 13 сентября 2018 года вспахано 19 387 гектаров из плана 26 961. СПК «Победа» и общество с ограниченной ответственностью «Агроинвест» продолжают заготовку кукурузы на силос. Из 385 гектаров убрано 280 гектаров, заложено 4284 тонн готового силоса. Хозяйство готовится к уборке подсолнечника. При благоприятной погоде все работы завершатся в кратчайшие сроки.
каждым годом наш поселок становится чище, краше и богаче. Тому свидетельствуют и построенный мост, и проложенные дороги, и, конечно же, только что достраивающийся сквер в центре нашего поселка. Более того, районный дом культуры тоже перетерпел немало изменений. Об этом рассказывает и директор районного дома культуры Александр Петрович Пискунов. За последний год в Радическом районном доме культуры произошли значительные перемены. Если вы обратили внимание, проезжая мимо нашего Дворца культуры, то увидели, что у нас здесь кипит ремонт. У нас в этом году запланирован ремонт кровли второго этажа, что полностью закроет проблему с нашей кровлей. Также ремонтируется крыльцо, которое будет полностью смонтировано новыми плитками тротуарными. Покрашена входная группа. В этом году было выделено 5 миллионов рублей в рамках проекта нашей партии «Единая Россия» при поддержке губернатора Сергея Ивановича Морозова. Нам было выделено 5 миллионов рублей для ремонта РДК. Подрядчиком является самарская организация ООО «Самарстрой». Работы ведутся активно, и к 1 октябрю мы планируем завершить все важные виды работ. За последний год в рамках модернизации районного дома культуры нами было закуплено световое оборудование для зрительного зала, световое оборудование для сцены, что позволило наше мероприятие превратить в какие-то сказочные, прекрасные мероприятия. Была закуплена аппаратура также. В прошлом году мы выиграли 1 миллион рублей в рамках программы развития парковых зон. Нами было закуплено ростовые куклы, карусели, батуты, машинки, гироскутеры. Это все планировалось установить в парке. Но по техническим причинам, пока это не получилось, мы аттракционы выставляли на нашей площади, где наши детишки, ребятишки, а также из соседних сел приходили, отдыхали, развлекались на наших аттракционах. И в завершение моего интервью мне очень хочется пригласить в наш новый, отремонтированный Дом культуры на наши все праздничные мероприятия, где вы получите колоссальное удовлетворение от увиденного на сцене. Наши артисты будут очень рады видеть вас в нашем зале. Дорогие друзья, нашу передачу продолжит рубрика «Музыкальное поздравление». Присаживайтесь поудобнее, мы продолжаем. Дорогие телезрители, день рождения, юбилей – это отличный повод еще раз ощутить, как чудесна и неповторима жизнь. И такой повод есть сегодня у замечательной юбилярши Ларисы Евгеньевны Климовой, которая завтра, 17 сентября, встретит свой замечательный 55-летний юбилей. Милая Лариса Евгеньевна, мы ждем вас у экрана и от всего сердца передаем поздравления от самых близких людей. Ваш муж Петр Федорович адресует вам такие строки. «Мой самый близкий человечек, моя любимая жена, сегодня ласковых словечек наговорю тебе сполна. Тебя, родная, с днем рождения! Ты нежный ангел красоты, любовь ты даришь, наслаждение, так пусть сбываются мечты.
Отличная хозяйка и жена, ты мне как солнце свет всегда нужна. Ты рождена единственную быть, а я живу, чтобы тебя любить. Все сделать для тебя смогу, твою любовь навечно сберегу. Ты счастье подарила мне, любовь и истинные чувства. Желаю, чтоб в судьбе твоей ушли печали и напасти, чтобы своей улыбкой ты меня почаще награждала, чтоб все сбылись твои мечты, и самой ты счастливой стала. Милая Лариса Евгеньевна, с юбилеем вас, успехов вам во всем, здоровья и счастья. Примите музыкальный подарок от вашего мужа Петра Федоровича. Эта прекрасная песня звучит в ваш адрес. Звезды перед тобою тускнеют, нет второй такой в мире, как ты. В твоем сердце цветут орхидеи неземной колдовской красоты. Никого для меня нет дороже, лишь тобою дышу и живу. Я не знаю, как это возможно, но подобна ты вся божеству. Необыкновенная, ласковая, нежная, как океан безбрежная, любовь твоя. Необыкновенная, милая, бесценная, ты целая вселенная. Необыкновенная моя. Я тебя обнимаю, целую и тону в глубине твоих глаз. Если рядом мы, я торжествую, и весь мир расцветает для нас. Без остатка все дни и все ночи лишь тебе посвящаю одной. Я к тебе, как к кресту приколочен, ты мой свет, неземной ангел мой. Необыкновенная, ласковая, нежная, как океан безбрежная, любовь твоя. Необыкновенная, милая, бесценная, ты целая вселенная. Необыкновенная моя. Необыкновенная, ласковая, нежная, как океан безбрежная, любовь твоя. Любовь твоя. Необыкновенная, милая, бесценная, ты целая вселенная. Необыкновенная моя. Необыкновенная. Ларису Евгеньевну Климову с замечательным юбилеем 2 пятерок поздравляет семья Кузнецовых Владимира Петровича и Елены Владимировны, дети Максим и крестница Юля. Дорогая наша, поздравляем тебя с юбилейным днем рождения. Это целая прожитая жизнь, и стоит гордиться уже тем, что ты прожила ее такую долгую и хорошую. Как быстро годы летят, вот и юбилей 55. Полвека прошло, а ты, как огурчик, молода, красива, энергична.
так держать. Как батарейка зажигаешь всех, сияешь, как солнце весеннее, паришь, как птица в небе. Процветание и благополучие, вдохновение и счастье, бодрости и везения тебе бесконечного. Давным-давно известно утверждение, что если кто родился, то всегда в начале ночи, в день его рождения, на небе загорается звезда. Так пусть у моей крестной звезда не угасает, и в этот день еще светлее горит. Твой славный путь все ярче освещая, и жизнь твою ничто не омрачит. 55 лет — это так много, мудрость за плечами прошлых дней. Пусть же в жизни стелется дорога без ошибок глупых, горести, теней. 55 лет — это так мало, столько надо сделать и успеть. Пусть же будет так, чтобы хватало сил, здоровья, действовать, хотеть. 55 лет — это прекрасно. Ты мудра, красива, терпелива. Пусть же в жизни светит солнце ясно, чтобы каждый день твой был счастливым. Дорогая Лариса Евгеньевна, семья Кузнецовых, Владимир Петрович и Елена Владимировна, дети Максим и ваша крестница Юля очень хотят, чтобы ваш день рождения запомнился вам на долгие-долгие годы и дарят вам замечательную песню. Будьте счастливы, с юбилеем вас! Кто громче, вы или мы? Понеслась! Ну! Вот и оно, долгожданное лето, игривое. Время закатов и рассветов, ревнивое. То ли от сказочных наслаждений жаре назло снятся январские мне виденья, но в них тепло. На белом-белом покрывале января любимой девушки я имя написал. Не прогоняй меня, мороз, хочу побыть немного я на белом-белом покрывале января. Плещут огнем рестораны и бары, а время час. Танец один, танцуют пары в 10-й раз. Остановив золотую ламбаду, магнитофон. Больше меня не буди, не надо, мне снится сон. На белом-белом покрывале января любимой девушки я имя написал. Не прогоняй меня, мороз, хочу побыть немного я на белом-белом покрывале января. Где наши руки? Ухом лебяжьим ложится пена на берега. Чудо любое могут сделать юга. То ли от сказочных наслаждений жаре назло снятся январские мне виденья, но в них тепло. На белом-белом покрывале января любимой девушки я имя написал. Не прогоняй меня, мороз, хочу побыть немного
Продолжая рубрику «Музыкальное поздравление», мы приглашаем к экрану очередную именинницу, жительницу поселка Радищево Надежду Константиновну Гаврилину, которая 12 сентября встретила свой прекрасный, замечательный юбилей. С этой восхитительной датой поздравляют ее дети, сын Андрей и сноха Юлия, дочь Наталья и зять Максим, сын Иван, муж Николай, внуки Яна, Алексей, Елизавета и Варенька. Наша родная мама, ты самый близкий и родной человек на всей земле. От всей души поздравляем тебя с днем рождения. Желаем, чтобы Господь дарил тебе только прекрасные мгновения, крепкого здоровья, успехов во всех начинаниях. Пусть кукушка накукует тебе много лет жизни, пусть мечты твои непременно сбудутся. В жизни твоей пусть не будут печали, пусть тебя повсюду встречает только счастье. Пусть надежда, вера и любовь будут твоими надежными спутниками в жизни. Всех благ тебе, родная. Дорогая наша бабушка, благодарим твои родные руки за нежность и заботу, сердце за любовь и доброту, а глаза за лучезарную улыбку. Желаем тебе крепкого здоровья и готовы ежедневно дарить целые букеты искренних комплиментов твоей красоте. Мы очень любим тебя, наша бабулечка. Пусть иногда нам не хватает слов. Не думай, что тебя не уважаем, что не ценю я всех твоих трудов, что никогда и ничего не замечаем. За все слова, что я не говорю, я у тебя прошу сейчас прощения. Ты знай, что я тебя очень люблю, моя мамуля. Мама, с днем рождения! Пусть каждый день приносит тебе радость, здоровья, счастья я желаю и любви. Пусть ангелы тебя оберегают на ждущем впереди тебя пути. Лишь с годами, мама, понимаем, сколько сил вложила ты, труда, чтоб взрастить и на ноги поставить, в сердце заронить зерно добра. Мамочка, за все тебе спасибо, за уроки, ласку и любовь. Будь здоровой и искренне счастливой, пусть мечты сбываются из снов. С днем рождения, маму, поздравляем, пусть еще немало долгих лет, пусть твой ангел свыше освещает, а Господь хранит тебя от бед. Пусть твое сердечко громче бьется, лишь от гордости за внуков и детей. Пусть тебе все в жизни удается, самой лучшей из всех матерей. Уважаемая Надежда Константиновна, желаем вам красочных моментов вместе с вашими детьми, сыном Андрея и снохой Юлией, дочери Натальи и зятя Максима, сына Ивана, мужа Николая, внуков Яны, Алексея, Елизаветы и Вареньки. Пусть положительные события, побольше добрых людей в вашем круге, мира в вашем доме и долгой беззаботной жизни, в счастье и процветании. Эта песня звучит специально для вас. Мама, мама, мое сердце, я твои целую руки. Мне с тобой тепло, как в детстве, я люблю тебя. Образ твой года не старя, серебро в висках пусть тает, и усталости не знает век душа твоя. Как люблю твой голос нежный, мама, мне молитвы ты шептала, их разлуки так мне не хватало, Бог храни тебя. Как люблю твой голос нежный, мама, мне молитвы ты читала, их разлуки так мне не хватало, Бог храни тебя. Мама, мама, сируменкес, ты родная, нежная моя.
значит сбудутся мечты. Небеса с тобою плачут, если плачешь ты. Образ твой года не старят, серебро в висках пусть тает, и усталости не знает век душа твоя. Как люблю твои я, мама, руки, ты обнимешь прочь все муки. Лучше мамы не найти подруги, Бог храни тебя. Как люблю твои я, мама, руки, ты обнимешь прочь все муки. Лучше мамы не найти подруги, ах, Бог храни тебя. Родная, нежная моя. Мама, мама, дуем тягне, и неповторимая моя. На-на-на-най-най-най. Родная, нежная моя. Мама, мама, дуем тягнет, и неповторимая моя. Бог храни тебя, моя мама. Вас, дорогая Надежда Константиновна Гаврилина, с юбилеем поздравляет сестра Любовь, ее муж Александр, дети Константин и Татьяна, зять Денис, внуки Юля, Алеша и Алиса, семья Барановых, Вячеслав, Антон и Ксения. И желают вам много солнечного света, хорошей погоды и, конечно, здоровья. Любимая сестра и тетя, ты самая лучшая. Ты приносишь в нашу жизнь столько солнца, радости и надежды. Оставайся всегда такой же энергичной, с молодой душой. Счастья тебе, здоровья и долгих лет жизни. Ты всегда желанный гость. Так за нас переживаешь. И если что-то вдруг стряслось, как помочь, всегда ты знаешь. И тебя нам ближе нет из всего родного круга. Нам всегда ты дашь совет, будто лучшая подруга. Пусть сентябрь, пусть осень стоит у порога, но жизнь, продолжаясь, зовет за собой. И будет еще многоцветной дорога, и будет еще удивление судьбой. Добра и тепла от души мы желаем, и радостей новых, и встреч дорогих, и чистого неба, и яркого мая, и нежности близких, и дружбы родных. Уважаемая Надежда Константиновна, ваши родные, сестра Любовь, ее муж Александр, дети Константин и Татьяна, зять Денис, внуки Юля, Алеша и Алиса, семья Барановых, Вячеслав, Антон и Ксения, свои искренние красивые чувства продолжают и в песне, которую они приготовили для вас в качестве музыкального подарка. Приглашаем послушать и от всей души желаем вам добра, благополучия и удачи во всем. С юбилеем вас! Берега, берега, берег этот и тот, между ними река моей жизни, между ними река моей жизни течет, от рождения течет и до тризны. Там за быстрой рекой, что течет по судьбе, свое сердце навек я оставил,
свое сердце навек я оставил тебе. Там, куда не найти переправы, а на том берегу незабудки цветут, а на том берегу звезд весенний салют, а на том берегу мой костер не погас, а на том берегу было все в первый раз. В первый раз я любил и от счастья был глуп. В первый раз пригубил дикий мед твоих губ, а на том берегу, там на том берегу было то, что забыть никогда не смогу. Там за быстрой рекой, где черемухи дым, там я в мае с тобой, здесь я маюсь. Там я в мае с тобой, здесь я в мае один, и другую найти не пытаюсь. А на том берегу незабудки цветут, а на том берегу звезд весенний салют, а на том берегу мой костер не погас, а на том берегу было все в первый раз. В первый раз я любил и от счастья был глуп. В первый раз пригубил дикий мед твоих губ, а на том берегу, там на том берегу было то, что забыть никогда не смогу. Берега, берега, берег этот и тот, между ними река моей жизни, между ними река моей жизни течет, от рождения течет и до тризны. Ну что ж, на сегодня это все. И как всегда прощаюсь с вами, говорю вам всего доброго и до свидания. Берегите себя и своих близких.